Спортсмены Чувашии, входящие в состав сборной страны, продолжают повышать свое мастерство в составе профильных национальных команд на федеральных спортивных базах. Благодаря современным технологиям нам удалось не только поговорить с лидерами чувашского и российского спорта, но и получить видеокартинку с места событий. Начнем? Правильно, с плавания. В Волгоградском центре «Искра» в составе юношеской сборной России уже третий сбор проводит мастер спорта страны по плаванию Елена Давыдова. Цель оправдывает средства, и хоть разлука с мамой, являющейся к тому же и личным тренером, и старшей сестрой дают себя знать. Все же участница финалов чемпионата России понимает, предстоящие в сентябре в столице Татарстана игры стран СНГ – это хорошая возможность обратить на себя внимание наставников основного состава национальной команды. Тренировалась я 1,5 месяца здесь еще в Волгограде на сборах. После недавно, неделю назад у нас была простартовка. На спине я была. Но результат, в принципе, вполне устроил. Сейчас у нас работа полным ходом идет, загруженность. В подмосковной Рузе на базе Федерального центра спортивной подготовки проходит сбор национальной команды по тяжелой атлетике. Вместе со своими коллегами к чемпионату России, запланированному на вторую половину августа, подготовку ведут и две подопечные профильной республиканской федерации. Мастера спорта России международного класса. Победительница первенства Европы среди юниоров 2019 года, обладательница Кубка страны 2020 Наталья Шайманова и бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года, уроженка Ядринского района Александра Козлова. Девочки очень обрадовались, и не только обрадовались они, но и, конечно, и главный тренер, потому что он понимает, что личный контакт и личные, когда ведут тренировки, они более эффективные, более качественные. Поэтому очень важно тренеру личному быть со своими спортсменами всегда. Просто не всегда получается быть на всех сборах. Сборов много в году, поэтому не всегда удается, кроме этих спортсменов, которые сегодня готовятся. Есть и другие у меня спортсмены, которые тоже и дома готовятся, и в других местах. Поэтому мне одному не разорваться, но на ответственные последние, скажем, сборы я всегда перед выездными соревнованиями очень стараюсь, и это получается, находиться со своими спортсменами на сборах. Трио представительниц чувашской школы самбо в составе заслуженного мастера спорта России, четырехкратной чемпионки мира Елены Бондаревой, мастера спорта России международного класса, чемпионки Европы Веры Лотковой и победительницы первенства России мастера спорта страны Татьяны Федоровой выехали на Новогорскую тренировочную базу. Это первый сбор основного состава национальной команды по самбо после карантина. Напомню, наша Елена и Вера, как действующие чемпионки России, ведут подготовку к чемпионату мира, а Татьяна уже в сентябре в Казани примет участие в играх стран Содружества независимых государств. Настроение нормально. Мы с Таней заехали на базу, нас заселили в разные комнаты. Завтра будем сдавать тест на ковид. И если он будет отрицателен, то 2 августа уже выходим на ковер. Мама, папа, у меня все хорошо, вам привет. А в завершении программы видео с тренировочного процесса, которое нам прислал член национальной сборной по ньюскульным дисциплинам, мастер спорта России по фристайлу Дмитрий Мулиндеев, находящийся на сборах в Новосибирске. Уверяю, подушку такого размера вы еще не видели. Поехали!